Добрый день, уважаемые зрители! В эфире очередной выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. И сегодня мы расскажем интересные события уходящего года. Ежегодно 3 декабря отмечается праздник День неизвестного солдата. В этот день курсанты колледжа почтили память павших и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Подобные мероприятия стали большой традицией для нашего колледжа. 4 декабря курсанты колледжа работали в главном ковид-центре республики. Целый день добровольцы-спасатели освобождали помещение от вещей, чтобы в дальнейшем свободные палаты стали красной зоной. Курсанты вложили все свои силы на продолжение модернизации стационара для больных COVID-19. В конце октября на базе колледжа прошел межрегиональный этап соревнований студенческих спасательных отрядов, приуроченный к 30-летию МЧС России. И 8 декабря курсанты, добровольцы-спасатели Удмуртского регионального отделения ВСКС получили свои заслуженные призы. Мы еще раз вас поздравляем и желаем успехов в дальнейшем развитии. 8 и 10 декабря ресурсный центр в сфере ЧС Удмуртии посетили добровольцы Общероссийского народного фронта, которые приехали к нам из северной столицы Санкт-Петербурга. Наши гости ознакомились с аварийно-спасательным оборудованием и альпинистским снаряжением, освоили особенности сердечно-легочной реанимации и навыки ориентирования на местности, а также смогли увидеть профессиональные навыки наших курсантов в проведении аварийно-спасательных работ при ДТП. В конце октября на базе колледжа началось профессиональное обучение по основной программе по профессии спасатель по стандарту WorldSkills. И 14 декабря у группы курсантов прошел демонстрационный экзамен, успешно пройдено 7 этапов. По завершению курса добровольцы-спасатели получили свои заслуженные свидетельства о повышении квалификации по профессии спасатель. Мы поздравляем вас с началом нового этапа в жизни. Мне очень приятно вручать награды этим прекрасным людям, заслуживающим не только этих наград, но и большего. Надеюсь, что вы тоже будете стоять в их рядах на следующем нашем построении. – 19 декабря в головном колледже и в наших филиалах прошел плановый день открытых дверей. Абитуриенты и их родители поближе познакомились с учебной и внеучебной деятельностью нашего учебного заведения, а также смогли увидеть навыки наших курсантов в практической части. Стоять, полиция! Вторая команда! Спасибо, что посетили наш колледж, и надеемся, что в скором времени мы увидим вас уже в качестве курсантов. 22 декабря в колледже прошел праздничный концерт, посвященный Дню спасателя и наступающему Новому году. В концертной программе были задействованы творческие номера наших курсантов. Мы благодарим каждого, кто внес частичку себя в это прекрасное мероприятие. 25 декабря на территорию учебного центра Главного управления Удмуртской республики Государственной противопожарной службы прошел чемпионат по хоккею в валенках. По окончанию соревнований команда колледжа заняла 2 место. Это отличный результат, тем более мы принимали участие в подобном мероприятии впервые. На протяжении 2 месяцев осуществлялся сбор средств в приют для бездомных животных «Кот и пес». Совместными усилиями мы собрали большое количество необходимых вещей и еды для питомника. И в преддверии Нового года у нас состоялся благотворительный выезд. Мы благодарны каждому, кто не остался безразличным к судьбе животных. Теперь перейдем к новостям наших филиалов. У них месяц выдался не менее насыщенным. 1 декабря в Республике Мари-Эл прошли соревнования по гиревому спорту, в котором курсанты приняли активное участие. Места распределились следующим образом. 1 место занял Степанов Владимир, группа ПБ 113,9. 2 место Актуганов Даниил, группа ПД 114,9. И 3 место Габдулин Ильнас, группа ПД 112,9. Поздравляем вас! Также в этот день курсанты посетили социальный театр, где смогли увидеть театральную постановку «Последнее шоу Карабаса». В конце месяца в колледже прошли интеллектуально-развлекательные игры «Квиз КГИМС». Участие приняли 8 команд правоохранительной деятельности и 6 команд пожарной безопасности. Игра проходила в несколько туров, и по завершению победила команда во главе с капитаном Максимом Шестаковым. Поздравляем! В Ульяновске 2 декабря прошел федеральный этап национальной премии «Студент года 2020». Наш колледж впервые стал участником такой премии, и мы этому очень рады.
Лауреатами этой премии стал пресс-центр КГИМС. Представляли его Голицына Полина, Константиновна Дарья и Серафимич Валерия. Также наш колледж на федеральном этапе представляла Шундикова Юлия в индивидуальной номинации «Староста года». Мы поздравляем наших участников и победителей. 7 декабря в Ульяновской области стартовал 9-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Россия-2020» по 2 компетенциям – спасательная работа и правоохранительная деятельность. Для всех участников чемпионата это был бесценный опыт под руководством опытных экспертов. По завершению соревнований все призовые места заняли команды наших курсантов. Молодцы! Мы поздравляем вас с этой победой! Молодые профессионалы среди спасателей и полицейских. В конкурсе WorldSkills Russia есть и такие компетенции. На региональном этапе испытания проходят на базе ульяновского филиала колледжа государственной и муниципальной службы. Готовы ли конкурсанты уже сейчас к чрезвычайным происшествиям, выясняла наша съемочная группа. Вопреки советам мамы, Юля не стала медиком, а пошла учиться на полицейского. Осмотр места происшествия, заполнение протокола, снятие отпечатков пальцев. Эти задания для ее команды даются легко. Я думаю, мы справляемся с заданием на отлично, так как у нас девиз в команде «Один за всех и все за одного». Взаимовыручка и слаженность действий важна и для спасателей. Кстати, среди них тоже есть девушки неробкого десятка, готовые к любому развитию событий. И физически сложно, и морально. Потому что разные вещи бывают у спасателей. Готовы? Раз, два, три. Зон 03. Татьяна Дудина, Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. 9 декабря в честь празднования Дня Героев Отечества прошла церемония награждения добровольцев Ульяновского регионального отделения ВСКС. Наших активных и смелых волонтеров наградили медалями за вклад в общероссийскую акцию «Мы вместе». 17 декабря команда сотрудников филиала Ульяновска приняла участие в Кубке регионального отделения ДСАФ России Ульяновской области по пулевой стрельбе и заняли они 3-е место. В личном первенстве 3-е место занял Бесов Валерий Анатольевич. Ура! Молодцы! Поздравляем вас! Добровольцы Ульяновского регионального отделения ВСКС, курсанты колледжа приняли участие в профессионально-ориентационном занятии для учеников 9 и 11 классов Луговской школы. Ученики узнали о добровольческой деятельности, подробнее окунулись в профессию спасатель и узнали интересные моменты из студенческой жизни наших добровольцев. 24 декабря в Ульяновском государственном педагогическом институте имени Ульянова состоялось награждение участников круглого стола онлайн-конференции на тему «Механизмы противодействия домашнему насилию и проблемы защиты детей от информации в социальных сетях, наносящей вред их здоровью и развитию». В этих конференциях курсанты заняли призовые места среди представителей вузов, колледжей и школ. Поздравляем! В колледже прошел конкурс стенгазет на новогоднюю тематику, связанную с полицией и МЧС. И победителем стала группа ЗЧС 920/5. Поздравляем! В честь окончания учебного 2020 года в головном колледже и наших филиалах состоялось торжественное подведение итогов. Уходящий год был очень сложный для всех нас, но мы справились и двигаемся дальше с новыми силами. Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством, желаем крепкого здоровья, радости и благополучия. И завершаем мы наш выпуск новостей поздравлением от директора колледжа, кандидата экономических наук Королюк Людмилы Викторовны. Дорогие друзья, поздравляю всех с 2021 годом. Прошедший год для нас был непростым. Перед нами стояли сложнейшие задачи. Мы их успешно решили. Наш колледж вошел в топ-100 лучших учебных заведений Российской Федерации. Мы прошли сложнейшую аккредитацию. Эта аккредитация была непростая, она была дистанционной. На самом деле это титанический труд всего нашего коллектива, за что вам всем огромная благодарность. Поздравляя с Новым годом, хочу всем пожелать здоровья, удачи, успехов, благополучия и всего самого-самого доброго. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем последний выпуск новостей уходящего года. Веселых вам каникул и до новых встреч, дорогие друзья! И чтобы полностью окунуться в праздничную атмосферу, заходи в наши социальные сети ВКонтакте на YouTube-канал и смотри видео поздравления от директора колледжа Королюк Людмилы Викторовны. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем последний выпуск новостей в уходящем году. Веселых вам каникул и до новых встреч, дорогие друзья!